ансамбля народной музыки «Зарный турист» Натальи Федоровны Ткановой. Ежегодно с 1994 года 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. И сегодня мы презентуем издание, которое открывается следующими словами. Народ Коми, коренное население Республики Коми, относится к финно-угорским народам. Книга о коренном населении республики, об истории Коми края, издана к столетию регионов и финансовой поддержки Министерства национальной политики Республики Коми. Слово предоставляется министру Роману Вениаминовичу Носкову. Дорогие друзья, уважаемые гости, очень мне сегодня приятно от Галины Ивановны Гаркушевой, заместителя председателя правительства Республики Коми, от Министерства нашего национальной политики, от себя лично присутствовать на замечательном таком событии, на прекрасном событии, на презентации книги «Рассказы по истории Коми края». Безусловно, книга будет огромным подарком к столетию Республики Коми. И интересно, я думаю, что не только я с удивлением прочитал, что она для младшего и среднего школьного возраста, но я уверен, что абсолютно все категории читателей с удовольствием ее прочитают. Ольга Евтихеевна, она известна в республике как кропотливый исследователь, краевед, талантливый писатель, научный деятель, и каждая ее книга, она приоткрывает, наверное, как занавеска, приоткрывает историю нашу, наше прошлое, и, безусловно, все такие книги, они приносят новые знания, они учат чему-то новому и учат, наверное, добру. Поэтому хочу выразить огромную благодарность, огромное спасибо, благодарить вас за ваш труд, пожелать вам новых творческих успехов. Кузнем да Пуршу. Здоровья самое главное, чтобы было. Чтобы вы и дальше радовали нас такими книгами интересными. Спасибо. Презентуемой книге отдельная глава посвящена знаменитым землякам. Среди них известный социолог, этнограф Екатерин Александрович Сорокин. Многие годы он преподавал в престижном Гарвардском университете. Был избран президентом Международной ассоциации социологов. В Канаде создан социологический центр имени Екатерина Сорокина. А среди занимавшихся на семинарах Сорокина был и будущий президент США Джон Кеннеди. Слово для приветствия предоставляется ректору Сыктывкарского государственного университета имени Екатерина Сорокина, доктору педагогических наук Ольге Александровне Сотниковой. Благодарить Министерство национальной политики Республики Коми и, конечно, правительство Республики Коми за такое внимание к истории Коми края. С одной стороны, вроде как и должны заниматься этими вопросами, но мы часто то, что должны делать, делаем не с полной отдачей. А вот этот вопрос, он душевный, и вот хотя Роман Вениаминович сказал, что это детям младших, вот это нам, понимаете, потому что такие, как Ольга Евтихеевна, исследователи, они все равно будут копаться в истории нашей Родины, нашего края. А вот те, которые занимаются другими вещами, для них на доступном языке, с интересом, это, наверное, даже больше нужно. И не только для Коми края, а и для всех гостей, которые к нам приезжают. К сожалению, в этом году не так много их будет, но мы потихоньку по одному уже принимаем. Совсем недавно в рамках амбассадора у нас была гостья из Москвы, и у нее не хватало слов, чтобы рассказать, насколько она впечатлена нашей природой, нашими жителями. И вот жалко, что не было этой книги, чтобы ей подарить, и она уже на доступном языке могла бы это нести всем остальным. Спасибо, Ольга Евтихеевна, за ваш труд, и мы надеемся, что это только начало. А мы продолжаем знакомиться с книгой. Еще один из знаменитых земляков, краевед,
организатор краеведческого музея, первый заведующий областным архивом в Усть-Сосольске, историк и книголюб Андрей Андреевич Центр. У Центра было хобби. На протяжении многих лет он покупал и собирал книги, связанные с историей Севера. Это были книги по истории северных городов, монастырей, справочные издания. На книгах он делал надписи, указывал, где они были куплены. Интересу к книгам способствовало и то, что он работал в городской библиотеке читальни, а с 1904 года стал ее заведующим. А слово для приветствия современных книголюбов, авторов и читателей предоставляется заместителю директора Национальной библиотеки Республики Коми Екатерине Леонидовне Данщиковой. Добрый день, друзья, коллеги, гости. Мы очень горды тем, что нам сегодня досталось презентовать эту книжку. И скажу честно, я воспользовалась служебным положением, прочитала ее вчера вечером, за один вечер. И надо сказать, что проглотила я ее. И жаль, что ее не было в те года, когда детки были маленькие. Это прекрасное времяпрепровождение в семейном очаге, скажем так. Поэтому очень прекрасно написанным языком, хорошими иллюстрациями, хорошими фотографиями, прекрасное издание. Хочу, конечно, поблагодарить Ольгу Евгеньевну и сказать, она является нашим давним другом библиотеки и регулярно, и мы этому очень рады, пополняет наши фонды своими трудами. И хочу продиктовать, прочитать ее добрые пожелания нашей библиотеке, которые она оставляет в книжке. Любимому мною отделу краеведческой национальной литературы с добрыми пожеланиями, Национальной библиотеке Республики Коми от автора-составителя книг с благодарностью и добрыми пожеланиями, отделу краеведения Национальной библиотеки. В этом отделе работают самые замечательные люди. Поэтому, Ольга Евгеньевна, прошу вас, пополняйте нашу коллекцию отзывов. Они, кстати, размещены на сайте нашей библиотеки, и каждый читатель может с ними познакомиться. Всего хорошего, творческих успехов и здоровья. Отдельная глава в книге «Рассказы по истории Коми края» посвящена литературе и образованию. Зарождение Коми-литературы связано с именем Ивана Алексеевича Куратова. Его стихи прозвучат сегодня в исполнении учителя истории 35-й школы, выпускника Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина Руслана Аликперова. Иван Алексеевич Куратов. Когда с тобой мы ночью целовались. Перевод Юрия Пиона. Когда с тобой мы ночью целовались. Час ночной, когда с тобой мы целовались, нежных властных не замечал. Только звездных работ ночи мерцал. Мы ж на него спокойно любовались. Вот, сверкая с него звездочка упала. Море синему рассказало все о нас. Море, все это, в тот же час веслу рыбаку рассказала. И рыбаку веслу о том же нашептала. Следом и рыбак глядел разлюбезный. Песню в этой ночи наш класс завел. Парни, девы из здешних городов и все увлечены до ныне этой песней. Ивана Алексеевича Куратова на том языке прочитает заведующий литературным музеем Куратова Яна Григорьевна Колокова. Я хотела несколько слов сказать о переводе этой книги на коми язык, потому что действительно история очень интересная. Андрей Гельевич, Елене Васильевне, вы не скажете, не слышали, о чем я буду говорить. В 14
Onsa kyllä joimaksavuuteen, tai kylmäminen, aimatuksia. Tai кылышница, червонные кылы, имя мертвенства, нежненника чуда. Это стихотворение Ивана Куракова было написано в годы учебы в Вологодской духовной семинарии. Он был еще совсем юношей, это 1857 год. И, конечно же, он большие надежды возлагает на то, что после него будут другие поэты и зародится новая литература в истории нашего народа. И действительно, это, наверное, золотое время, 19 век в истории нашего народа, потому что только у нашего народа, у коми среди темного народа, в 19 веке появляется свой поэт. Это Иван Кураков со своей поэзией и зарождение нашей коми литературы. И вот за эту книгу, вам огромное спасибо. Больших сил вам, здоровья и дальнейших творческих успехов. Спасибо. Читаем о воскресных школах в Сысоевске. Среди учениц женской воскресной школы, провели анкету. Один из ее вопросов: чему хотите научиться в школе? На первом месте в ответе значилось: писать, читать, по-русски понимать, еще вышивать и вязать. А одна из учениц написала, чтобы понимать книги, и чтобы из хороших книг и хорошие дела были. О хороших книгах приглашаем рассказать заместителя председателя правления Союза писателей Республики Коми, студента Ольги Евтихеевны, выпускника филологического факультета Андрея Евгеньевича Попова. Писатели тоже хочется поставить Ольгу Евтихеевну с выходом книги. Ну, естественно, так сказать, союз писателей и, наверное, все вот ученые, такая научно-популярная литература, они нужны для того, чтобы вот сохранять историческую память. Это общая задача, просто мы это делаем уже в различные формы. К тому же научно-популярная форма – это практически писательская форма. Вот Елена Васильевна не смогла сегодня быть, наш председатель. Она просила передать этот журнал, где есть уже какой-то перевод части в коме. Я помню, когда был студентом, я сдавал экзамен в Евтихеевне. И очень нравился мой ответ. Мы долго разговаривали, но оценка все-таки была положительная. Она там в конце сказала: вот, историю надо знать. Историю надо знать. И, ну, я тебе тоже, когда веду какие-то семинары литературные, говорю: историю надо знать. Это хороший урок, такой хороший такой ключик. Спасибо, Елена Евтихеевна. Слово предоставляется автору книги, кандидату исторических наук Ольге Евгеньевне Бондаренко. Уважаемые участники презентации, прежде всего я хочу сказать вам слова благодарности за то, что вы нашли время, возможность, желание для того, чтобы прийти сюда, оторвавшись от ваших очень важных, неотложных дел, и разделить со мной радость по поводу издания книги. Теперь о книге. Значит, первое издание вышло в 2010 году. И хочу сказать, что я благодарна, конечно, издательству «Амбурс», которому Альбине Ивановне Трошевой, и коллективу ее, с которым я сотрудничаю уже вот на протяжении многих лет, что эта книга появилась. И благодарна Елене Васильевне Козловой, которая перевела книгу на коми язык. И потом книга была еще озвучена для слабовидящих читателей. И как-то вот эта книга, она пришлась по душе читателям, она довольно быстро разошлась. И я человек, у которого там более 200 научных трудов, как-то стала популярной благодаря этой книге «Рассказы про историю Коми края», потому что на конференциях ко мне стали подходить незнакомые мне люди. Это музейные работники, библиотекари, которые говорили о том, что прочли, что очень понравилось. Ну и, наверное, это как-то вселяло в меня уверенность, что я на правильном пути, на правильной дороге идете, товарищи. Ну и всегда, когда мы готовим какие-то издания, мы, наверное, думаем, зачем, для
для кого и о чем. Вот зачем. Дело все в том, что я на протяжении многих лет была преподавателем любимого горячо мной университета Сыктывкарского государственного и преподавала такой предмет, как история Республики Коми. Но я достаточно много общалась со школьниками на разных конференциях. Я очень много слышала высказывания о том, что нужна литература по истории Коми края, но такая популярная, которую хотели бы читать не только, скажем, в учебных заведениях, но хотели бы читать родители, хотели бы читать все, которые желают побольше узнать. Ну а так как я много лет работала в архивах национальном нашем города Сыктывкара, Архангельска, Вологды, Петербурга, накопила очень большой материал, и я подумала, что нужно этот материал каким-то образом использовать. И, наверное, моя главная задача была пробудить интерес к истории Коми края, вот вызвать интерес, чтобы люди, которые прочли вот эти рассказы, им захотелось узнать еще больше, может быть, более сложного уровня и восприятия и так далее. И хочу сказать, что особенно сейчас литература такого плана, наверное, нужна вдвойне, потому что в школах очень многие дети выбирают историю, этнографию, литературу по истории Коми. И мне кажется, что вот эта ниша подготовки научно-популярной литературы для, скажем, учащихся разных типов учебных заведений, для взрослого населения, она не заполнена до конца. Я хочу сказать, что, конечно, картина изменилась. В настоящее время у нас есть издания интересные, очень качественно подготовленные, оформленные, но мне кажется, что надо еще в этом направлении работать и работать. И вот когда я, допустим, в библиотеке Салтыкова-Щедрина, тогда еще Ленинграда, читала о том, как о Коми зырянах пишут во многих журналах, российских журналах, журнал «Посимуща», журнал «Народное образование», «Солнышко», «Путеводный огонек» и многие-многие другие, я удивлялась, я думала, ну надо же, то есть я сама об этом не знала, и, конечно, познакомившись с таким материалом, я думаю, что хотелось поделиться этим материалом, донести как можно больше, до большего количества читателей. И теперь для кого? Я думаю, для всех. Потому что родителям тоже нужно знать по истории Коми края. И просто кто-то приехал в нашу республику, решил что-то узнать побольше. Я думаю, что эта литература будет полезна. О чем? О ком? О народе Коми, о его жизни, которая была очень такой трудной, насыщенной, разнообразными занятиями. И в семьях христианских уделяли большое внимание детям и подготовке детей к нелегкому крестьянскому труду. И я думаю, знаете, вот нам с вами есть чему поучиться. У Коми, которые жили до революции, поучиться семейным отношениям к детям. Вот эта вот коллективная помощь или помощь, когда строились дома и так далее, то есть то, что она, может быть, еще в некоторых районах и до сегодняшнего дня живет. И очень интересные характеристики Коми человека. Все отмечали такие черты характера, как его доброжелательность, как всегда угощали чем-то, не отпускали без того, чтобы накормить какими-то, тем, что было. Вот эта открытость, отсутствие замков и так далее, и так далее. И я хочу сказать, что вот этот вот раздел, он очень такой достаточно интересный. Российские журналы о Коми зырянах. Я хочу сказать, что как это начинающий человек, который впервые писал вот эту научно-популярную литературу, конечно, я испытывала творческие муки. Много раз мне хотелось плюнуть. Я очень жалела, что я связалась с этим делом, лучше я научную статью написала. Это, уже есть навык подготовки научных изданий. Тут у меня навыка не было, и, конечно, это
слова благодарности моей дочери Марии Андреевне, которая по первому образованию, она учитель начальных классов. И она меня учила, где поставить точку, где сократить предложение длинное, это не поймут, это надо заменить и так далее, и так далее. То есть я пришла в такую школу обучения, очень важную и очень нужную. Ну, я хочу сказать, что первое издание вышло в 2010 году, прошло 11 лет. Прошло 11 лет. То есть, конечно, я помню, что я все давала себе слово не связываться, завязать и все прочее, но не выдержала. Не выдержала, думаю, нет, надо еще поработать. Но и второе издание, оно, конечно, дополненное. То есть там характеристика нашего города Высоцкая, такие интересные сюжеты, как празднование 300-летия династии Романовых, как визит князя великого Сергея Александровича. Там разговор продолжается, начатый первым изданием, о наших знаменитых земляках. Это и Цембер Андрей Андреевич, и Василий Николаевич Лапкин. И кроме того, конечно, особое внимание уделено материалам коми на страницах журналов российских, которых было много и которые писали об этом. И я хочу сказать, что, конечно, я очень благодарна Министерству национальной политики, потому что мало написать. Надо эту книгу куда-то пристроить, надо, чтобы она была издана. И, честно говоря, вот Дмитрий Георгиевич Карапутин, выпускник СГУ, мой дипломник, он мне подсказал, что нужно сходить в Министерство национальной политики, там хорошие люди, помогут. Ну, как сказать, меня направили, я пошла. Я честно скажу, я редко встречаюсь с министрами, но Галина Ивановна Габушева, она, конечно, подкупила меня своей доброжелательностью, своей готовностью помочь, как бы не на словах, что приходите через месяц, мы посмотрим. То есть она выяснила ситуацию и сказала, что да, у нас есть такая возможность, мы опубликуем. Поэтому, конечно, мы такие слова благодарности. Ну, вот раз я говорила о словах благодарности, для меня это очень важно. Чтобы не забыть, я хочу еще назвать несколько человек. Это Нина Васильевна Захарова, которая мне помогала в наборе, которая тоже меня поддерживала, когда в жуткие морозы я бегала, собирала отзывы, она говорила, ничего, отойдете от мороза. И Министерство национальной политики, слова благодарности Юлии Валерьяновне Чуяшковой, это Елене Григорьевне Косаревой, прошу прощения, и Национальная библиотека, это Анна Валерьяновна Коснарева и Елена Андреевна Логинова, которые очень доброжелательно отнеслись, помогали и готовили презентацию. И вот говорят, что никогда не говори никогда. Вот после того, как я выслушала добрые слова в мой адрес, я, конечно, понимаю, я реалист, что есть определенная доля преувеличения, но тем не менее, когда вот, видишь себе такое отношение со стороны Министерства национальной политики, то, наверное, хочется писать и творить. Ну и Роману Вениаминовичу я уже сказала, что он обречен, что при Горове Валерия Ивановича вышла книга, посвященная тоже коми народу, сейчас вышла, но, наверное, сейчас остается Роман Вениаминович. Я хочу закончить свое выступление словами Эльвиры Викторовны Ротте, моего друга, моей однокурсницы, которая сказала, что книга как старый добрый друг. Читай ее, вспоминаешь то, что ты уже знаешь, и узнаешь что-то новое. Я всем вам желаю приятного чтения. Спасибо. А мы продолжаем знакомиться с книгой. Читаем следующую главу. До XVIII века церкви строили только деревянные. Место для строительства выбиралось жителями особенно тщательно. Церковь должна быть видна издалека. Построенная на холме, у реки, в центре села, она становилась важной частью села. Если не было единого мнения, где стоять церкви, использовали такой испытанный прием. А какой, кто знает? Как выбирали место для церкви? Может быть, кто-то из гостей знает в зале? Нет предположений?
читаем ответ из книги. Привязывали бревно. Лошадь с бревном в санях ходила по селу. Где она останавливалась, там и ставили церковь. Умелые плотники с помощью топора возводили ее ряд за рядом, бревно к бревну. Книгу «Рассказы по истории Коми края» также строчка за строчкой, буква к букве готовили к выпуску в издательстве «Амбур». Слово предоставляется редактору книги, директору издательства «Амбур» Валентине Ивановне Прошевой. Хочу всех поздравить с юбилеем нашей республики, пожелать процветания всем нам, всем предкам. Конечно, я очень благодарна Екатерине, что она вернулась к этой книге, потому что мы разговаривали с ней, читали, что она еще раз придет к нам, и мы продолжим работу над этой книгой. И хочу вспомнить историю создания книги в 2010 году. Вы понимали, что такого формата книги у нас еще не было в республике. И хотелось сделать его, постараться сделать его хорошо. В то время еще был жив Аркадий Васильевич Мушин, наш народный художник. И он уже тогда мало работал, он очень любил к нам приходить, мы с ним подолгу разговаривали, он рассказывал. И он большой знаток первых современного стиля, а потом нам порекомендовал поместить на скорости изображение. И также на обложке, вот здесь первого издания помещена изображение реляции. Это он тоже говорила, находка очень недооцененная. Вот она ему очень нравилась, и после по его просьбе его поместили на свежем обложку перед первым изданием. Ну вот, значит, и Роман Вениаминович здесь сказал, и многие, что эта книга для всего, не только для, как здесь указывают, ну и, конечно, подкупает, что хороший шрифт, да, согласитесь, хорошо читать. Вот. И, конечно, мы здесь пишем, что это книга для младшего и среднего школьного, но она интересна всем. И то, что эта книга получилась, вы знаете, вот сейчас немножко вспомню историю, когда она вышла, вот, ее распространили, там по разным, тогда была другая схема распространения. Часть тиража поместили в одной из производительных учреждений на складе. Ну, наши ребята увезли книжку, на следующий день я должна была поехать накладными, там печатки поставить для отчета, да, денежных секретарей. Да. Захожу в это здание, иду к секретарю и вижу, что она очень увлечена чем-то занята. Причем она так вот за столом и читает эту книгу. Ну, потом она мне сказала, куда мне пройти, захожу в одно помещение, там бухгалтера сидят, смотрю, каждого эта книга. Так, мне уже стало интересно. Иду к бухгалтеру главному, который вот у этого документа, она вся обложена вот этими всякими бумагами, как это обычно бывает в бухгалтерии. И я говорю, вот мне нужны накладные, она меня не понимает, что я от нее хочу. Потом а потом вижу, вот краешек от книжки, да, мне говорит, а вот же, вот эту книгу вам вчера завезли. Пожалуйста, подпишите мне это. А это, говорю, что, не Москва, что ли? А я у меня вот тут, где московские книги. Я говорю, нет, это мы. Слушайте, так интересно. Я говорю, вообще-то книги не читаю, компьютер у меня уже перед глазами, там уже ничего не вижу, но мы вчера с внуком с удовольствием почитали. Я вышла туда очень горда, что вот у нас книга получилась. Ну, вот прошло 10 лет, и мы снова вернулись к этой книге. Конечно, мы немножко ее на ней поработали, там и внутри, там и редактура была. И у нас было, чесались вот руки, вот нам хотелось что-то там поменять. Но когда мы стали менять, нам очень не понравилось, что мы делаем. И мы поняли, что она очень органичная. И все на месте, и все иллюстрации. И вот, ну, в общем, мы остались все как есть. И нам кажется, что мы правильно сделали. Ну, а, конечно, переоформили обложку, и мы вернулись вот к видео. Вот, конечно, это было, но было очень много вариантов, но этот вариант нам больше всех понравился. Вот. Ну, «Добрый путь», хочу сказать, книге. Вот, она будет немножко в продаже, мы ее сделали, вот уже в магазине «Отдам» спрашивают. Можно будет немножко его приобрести. Вот. И хочу сказать большое спасибо Министерству
национальностей, за то, что они поддерживают наши проекты. Это не первая наша книга. Вот, за понимание вот, всего, за профессионализм сотрудников. Потому что мне очень приятно действительно работать. Вот, когда очень приятно работать, это поддерживать. Большое всем спасибо. В Российской империи издавали журналы, на страницах которых публиковались материалы разных народов, в том числе охоты. Вот одна из публикаций из научно-популярного издания «Народы России». Территория Коми-края богата лесами, реками, озерами. Поэтому традиционными занятиями предков Коми были охота и рыбная ловля. Охотой северяне добывали себе пищу. Из шкур животных шили одежду. Важное место занимала охота на пушных зверей. В ходу на Руси слывет под особым названием зырянки, зырянская белка. Этот маленький зверек любит кедровые орехи, сосновые шишки и, прыгая с невероятной легкостью по деревьям, разыскивает себе пищу. А в случае неурожая или лесных пожаров переселяется большими стадами за Урал, в сибирские леса. При этих переселениях белки, подняв свои пушистые хвосты, как паруса, переплывают большие реки, проходят иногда через зырянские селения, пробиваются по крышам, перебегают через улицу. И выгодно промышленникам напасть глубокой осенью на такое переселяющееся стадо. Осенняя и зимняя белка самая лучшая. Весной же и летом она некрасива. Мех на ней короткий и много рыжих волос. Самыми лучшими считаются кедровые белки, которые водятся в кедровых лесах на Печоре. Вообще же в Зырянском крае белки такое множество, и они так плодовиты, что беличий промысел считается самым выгодным, и охотники иной раз белок по целым дням ловят. А сегодня в роли охотников мы попросим быть наших гостей. Получите, пожалуйста, ваше охотничье снаряжение. Наши помощники сейчас раздадут вам их. И мы отправляемся на охоту. Ваша задача – поймать, то есть правильно назвать животных, которые упоминаются в презентуемой сегодня книге. Их изображение вы увидите на экране. Обращаем ваше внимание. Кто хочет, да? Важны скорость Девушки-охотницы и скорость. есть? Время на ловлю каждого животного 5 секунд. Именно с такой скоростью будут меняться изображения на экране. Ну что ж, все получили свои снаряжения? Есть еще животные, там еще участвуют в охоте. Кто решил поохотиться? Елена Григорьевна. Значит, первое показывает зверька в отрежке названия. По порядку. 1, 2, 3, 4, 7 животных у них. Ну что? Давай творить. Ну что, Готовы? начинаем охоту? Все готовы? Так, там еще вот. Все, начинаем? Всех животных успели поймать? Давайте проверим. Соболь, куница, горностай, ласка, песец, росомаха, выдра. Есть у нас самые ловкие охотники, которые поймали 7 из 7 животных? Есть такие? 6 из 7. 5 из 7. 5 из 7 есть. Лучшего охотника приглашаем сфотографироваться настоящего. Фотография на память на досуг почета. Спасибо большое лучшему охотнику. А охотница?
А еще кто-то есть? Да. 5 из 7? 5 из 7, Да, кто-то еще да. есть? Давайте, выходите, мы вас, на вас посмотрим, пожалуйста. Фотография на память. Надо глубже. Ниже, ниже. Я, кстати, студентка Ольги Никитиевны. Очень ей благодарна. Очень. Спасибо огромное, Ольге Никитиевне. Продолжаем знакомиться с книгой. Следующая страница – «Коми край. Годы Первой мировой войны». В армию за годы войны было призвано 57% всех мужчин Коми края. Многие обращались с просьбами о зачислении их в армию на службу охотниками, то есть добровольцами. Некоторые жители Коми края, участвовавшие в военных сражениях, попадали в плен. Солдаты проявляли смелость и отвагу в бою, а родные с нетерпением ждали писем от них. Некоторые из них сегодня прозвучат в исполнении Руслана Аликперова. Письмо Михайлова жене Михайловне. Нившевская волость, деревня Тестовская. Скрыто военной цензурой. Город Петроград. Военный центр номер 214. 1915 год, 1 ноября. На родину письмо от мужа вашего Филиппа Степановича. Здравствуйте, мой папаша и супруга Варвара, и 2 детей. Посылаю вам от белого лица до сырой земли низенький поклон. Еще объясняю, что нахожусь в плену в Германии. А теперь прошу от вас письмо про свои жизни. Идет посылка. Если хотите послать мне только такие посылки. Можно табаку, хлеба, вату. Я вас прошу по возможности, пожалуйста, как можно, пошлите письмо. Мы живем 3. Михаил и Григорий. Все, слава Богу, живы. Затем до свидания. Я остаюсь жив, здоров. Так же и вам желаю. Прощайте. Мой адрес. 11-й отряд для собирания урожая Вальденберг на восток. Получить такому Филиппу Степановичу Михайлову. Для неграмотных солдат в типографии были набраны тексты писем. Предлагаю вашему вниманию одну из них. Дорогая любимая жена моя, шлю тебе, дорогая моя, весточку о себе из дальней сторонушки. Я, слава Богу, жив и здоров, и бодро себя чувствую. Пиши, как здоровье твое, и дорогих наших деток. Если бы ты только знала, как подчас тоскует сердце мое по вам. И если бы, кажется, я имел крылья, то прилетел бы к вам, прижал бы вас к сердцу и расцеловал бы от души. Еще один раздел презентуемой книги посвящен лесной промышленности. Российские и иностранные промышленники проявляли интерес к лесным богатствам Коми края. Древесина использовалась в строительстве, шла на изготовление шпал для железных дорог, спичек. Рабочей силой на заготовках и сплаве леса были 1000 коми-крестьян. Они становились наемными рабочими на время, осенью и зимой, когда были свободны от сельскохозяйственных работ. В лесозаготовках принимали участие не только бедные крестьяне, но и среднего достатка и зажиточные. Работа по заготовке леса требовала большой физической силы. Трудились мужчины. Подростки вывозили срубленный лес к берегам рек. Иногда привлекались и женщины. Технический уровень лесозаготовок был примитивным. Использовались топоры, позднее двуручная пила. А есть ли у нас среди гостей сегодня желающие поработать с двуручной пилой? Пожалуйста, на сцену. Попробуем. Спасибо.
Но наши гости на славу потрудились сегодня. А у нас осталась неразгаданная викторина. Вип-запрос. На вопросы отвечаем максимально быстро. Одним словом или с переводом. Коми и русский вариант. Готовы? За правильные ответы получаем жетоны. Наши жетоны готовы? Да. Тогда приступаем. Самый северный из финно-угорских народов. Кто отвечает? Кто ответил? Поднимите. Название предков народов коми в русских летописях, означающие край, задняя земля за рубежом. Ой, надо попадать. Да. Название предков народов коми в русских летописях, означающие край, задняя земля за рубежом. Есть опять правильно. Небольшая коса с короткой ручкой и изогнутым лезвием. Правильно. Главный кумир пермян-язычников, божество. Ген. Божество. Нет. Так, правильно, кто-то ответил правильно. Зарнянь, золотая баба. Нечистый дух, вызывающий болезни, который проникает в тело человека в форме жучка или бабочки. Шева. Вот здесь правильные ответы были. Наиболее почитаемое животное тотем у коми. Медведь. Здесь, по-моему, целый ряд. Дерево тотем, почитание которого было связано с охотой на белок. Дерево тотем, почитание которого было связано с охотой на белок. Вариант. Вот здесь ответите. Нет, кто-то сказал. Вот здесь. Здесь правильный ответ. Коми слово, означающее дом и город одновременно. Двор. Здесь правильный ответ. На лестнице Снежана. Знак метка ему, означающий личную и семейную собственность. Пас. Вот здесь. Обработана оленья шкура. Камус. Нет. Обработана оленья шкура. Замша. Вот здесь. Земляные яблоки впервые появились во второй половине XVIII века, выращивание которых крестьяне считали делом нечестивым. Добровольное объединение охотников или рыболовов для организации коллективной охоты или рыбной ловли. Артель. Охотничья тропа, протоптанная многими поколениями охотников-родственников. Путик. А кто знает на каком языке? Тумили, чес. Расстояние, которое охотник проходил за день. На каком языке слово, может быть, кто-то знает? Расстояние, которое охотник проходил за день. Чомкост, кто-то правильно ответил. Псевдоним первого коми-поэта Ивана Куратова, образованный от коми-слова со значением «изнанка, обратная сторона». Гугов. Денежная единица пермян. Правильно? Посчитайте, пожалуйста, свои жетоны. Кто набрал наибольшее количество жетонов? У нас был дружба. Ну, у кого больше, давайте посмотрим. У кого не 2, 3, 4 больше, может быть. Давайте, 4 выходите, пожалуйста, сюда. У кого еще есть? 3, 4, 5, может быть. Что у нас? 2, у кого есть 2. Выходите, пожалуйста. Выходите. А не стесняйтесь, Так, у нас кто еще на 2 вопроса ответил верно? Вот 5 человек. Так, сейчас будем делить. Итак, подарки мы будем раздавать таким образом, как распределялся улов между рыбаками в артели. Из книги, из главы «Охотники и рыболовы» читаем. Пойманную рыбу раскладывали на берегу кучками по числу рыбаков. Кучки не всегда были одинаковыми, поэтому прибегали к жребию. Для этого выбирали 2 человек. Анна Владимировна нам поможет, и Ольга Евтихимовна. Можно мы вас тоже попросим разделить улов? Так. Один из них становился спиной к рыбе
просто, ну, что должна назвать. Так, Анна Валерьевна спрашивает, кому отдать. Ольга Евгеньевна говорит, кому это перезадать. И так, пока борьба не кончится. Хочу сказать, давайте начнем с учителя истории Татьяны, которая в девичестве была в Лубянке. Можно оставить себе. Можно по номерам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если вы всех поименно не знаете. 3, 4, 5, 6. Давайте отдадим 5. 5. Ну, хорошо. Сколько у нас всего? 6 человек? 6 человек. Давайте 5-му отдадим. Хорошо. Тоже нашему человеку выпускница СБУ. Так, а какие номера остались? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так, отсюда отчет идет, да? Ну, я хочу сказать, что директор института всегда особо нуждается в ручке. Ну, я хочу сказать, еще 2 осталось, да? Ну, вот это может только быть творческой натуре, какой является. Ну, я хочу сказать, что классический цвет белый, это только для вас. За роками истории помним. А можно пару слов? Можно. Директор института, которым работала Ольга Евгеньевна. Я сегодня говорила об этой книжке, я хочу, и она сказала, что вот она не вытерпела и связалась. Я думаю, что она не вытерпит и в дальнейшем. Потому что это человек, который является вообще подвижником в плане популяризации истории Коми и исследования истории Коми. Это ее не первая книжка, и она известна не только в нашей республике, потому что один из учебников для студентов они вместе с профессором Хорунжей подготовили по гранту финского общества Кострена. И этот учебник достаточно популярен не только в республике Коми. Его знали и за рубежом. И Ольга Евгеньевна настолько творческий человек, не только в написании. Вот она этот жанр освоила, это очень сложный жанр. Это не каждому дано популярно написать о научной информации, о научных данных. Дело в том, что она как преподаватель и как подвижник с такой любовью относится к своему предмету. У нее каждое занятие это срежиссировано, ни больше, ни меньше. Потому что то у нее фестиваль национальной культуры, то у нее коми-кухня с дегустацией всех блюд. Студенты готовят, приносят, так они приобщаются к коми-кухне. То у нее, значит, народное творчество тоже с представлением каких-то там, то походы в музей бесконечные, где она их знакомит. Поэтому она не случайно, она заслуженный деятель, заслуженный работник Республики Коми и новатор, преподаватель-новатор, так бы я ее охарактеризовала. Ольга Евгеньевна, я вас еще раз поздравляю с этим замечательным успехом, и я думаю, что вы продолжите свое дело. На сцену приглашаем исполняющего обязанности директора Национального музея Республики Коми Светлану Владимировну Варвару. Я разглядывала, извините, у нас нападка получилось событие в двух зданиях сразу. Я не могла не прийти, потому что Екатерина в протяжении нескольких лет является членом ученого совета Национального музея Республики Коми. Наряду с такими выдающимися нашими историками, как Юрий Дмитриевич Петров, недавно ушедший Виктор Анатольевич Семенов. И, конечно, мы очень ценим каждого человека, входящего в ученый совет нашего музея, потому что это всегда очень
взгляд, всегда на какие-то выставки, издания, которые мы делаем. Это всегда и может быть критика историка, это всегда какие-то напутствия хорошие. Поэтому я искренне желаю, чтобы ваше литературное творчество, потому что оно не только научное, да, узконаучное, потому что изучить архивы, мы знаем, что Ольга Евтихеевна очень много лет провела в архивах, в разных, не только нашей республики, Петербурга и других, и ей написаны многие книги, которыми мы продолжаем пользоваться и черпать оттуда бесконечный материал для наших дискуссий. Ну и она вот умеет так популяризировать. Это очень важно для того, чтобы наша история, наша культура была интересна. Интересна молодому поколению, интересна тем людям, которые здесь живут, может быть, иногда много десятилетий, но какие-то факты даже не знают, а благодаря таким изданиям узнают и ценят, восхищаются нашим регионом со столетней историей. Я вас поздравляю и благодарна вам за то, что вы всегда с нами. Спасибо. Слово предоставляется преподавателю Республиканского государственного университета, кандидату педагогических наук Ольге Валентиновне Куваровской. Дорогая Ольга Евтихеевна, я очень рада присутствовать сегодня на вашей презентации. Мы знакомы с вами, наверное, больше 30 лет, да? И мне хотелось бы остановиться еще на одной стороне тех, в общем-то, книг, которые изданы Ольгой Евтихеевной. Потому что сегодня одной из национальных идей, объявленных в нашей стране, это патриотизм. Вот очень часто мы не знаем, патриотизм, а с чего начинается патриотизм? А с того, с чего начинается Родина. А Родина начинается с того места, где ты появился на свет. И только, наверное, на основании вот той исторической памяти, которая генетически в нас заложена, да, на основании тех моментов, которые вообще были в нашей стране, на нашей земле, где мы родились, наверное, отсюда и начинается патриотизм. Поэтому вот все книги Ольги Евтихеевны, они вот это и есть то патриотическое начало, которое закладывается через чувства, да, через то чтение, которое мы читаем. И здесь вот я хочу привести два факта, чтобы не путаться, я их написала. Книжка, которая написана, вот один из таких важных моментов – это поддержка статуса учителя, которая была в конце 19-го, начале 20 веков. Вот мне вообще интересным показался факт о том, что учителей награждали медалью за усердие. И причем тот учитель, который получил эту медаль за усердие, его портрет вывешивался в школе не на то время, когда он работал, навсегда. То есть вот сегодня мы об этом много говорим, а вот об этом думали в то время, когда вообще развивалось образование в Республике Коми. А сколько было меценатов в то время, которые всячески поддерживали образование, а как строили здания школ на века. Вот гимназия Пушкина на улице Орджоникидзе. Она ведь соответствует по всем современным требованиям и стоит до сих пор. Поэтому я думаю, что на это, наверное, надо обращать внимание. И вообще очень много интересных фактов, и какие дипломы выдавались, да, и во всех дипломах было понятно, какой это был исторический момент. Это очень много интересных фактов, которые были изложены, а для этого, конечно, требовался огромный труд. Обобщение этого материала и потом написание так, чтобы могли читать дети, могли читать родители. И у нас с Ольгой Евтихеевной разработан классный чат по книге, как раз, которая называется «Учебное заведение в Республике Коми. Начало 19-20 века». В монографии мы это с ней делали. Я думаю, что вот если кто здесь есть педагоги, наши студенты, которые пойдут на практику, это монография в нашей библиотеке, вы можете этим воспользоваться. Там есть абсолютно все материалы, причем весь классный час сделан с точки зрения современных педагогических технологий, да, так как это требуется сегодня.
Поэтому я думаю, что, наверное, все эти книги должны читаться не только сегодня нашими учащимися, для которых написана эта книга. Я думаю, что они должны быть обязательно включены в предмет истории и педагогики, который читается. И я думаю, что они должны быть использованы на уроках истории в школе, в СПО и в ВУЗе, потому что очень много кто приходит в ВУЗ, они очень многих каких-то вещей не знают. Поэтому думаю, что вот хочу закончить, как пишет Владимир Владимирович Путин, да, что для чего нам вообще нужна такая работа, потому что воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, истории и национальных культурных традиций, которые и заложены сегодня Ольгой Евтихеевной. И это ведь не на сегодня, это на века. Поэтому я, Ольга Евтихеевна, от души вас поздравляю с таким значимым событием сегодня в вашей жизни и желаю вам, в общем-то, дальнейших изысканий. Я знаю, что вы на этом не закончите, потому что я вас хорошо знаю. И вообще реализация всех ваших творческих замыслов. На сцену приглашаем руководителя детского балетного театра «Аленький цветочек» Галину Юрьевну Ширяеву. Презентации Галина Юрьевна Ширяева и балет. Потому что я знаю очень хорошо Ольгу Евтихеевну, очень ее люблю. И вчера еще Сергей Давидович как раз еще раз говорили о том, что ваша книга – это встреча с другом. И это правда, мы обсуждали этот момент. Вот. А вообще написано, это очень добрая книга. И знаете, я вчера читала ее вечером, и мне казалось, что я должна сидеть, здесь у меня должны быть дети, мои личные, которым я должна читать эту книгу. Вы знаете, мы читаем обычно сказку. Я же не ученый человек, поэтому я тут эмоционально хочу сказать. Знаете, сказки – замечательная вещь. Они учат состраданию, милосердию, они учат правилам поведения в жизни. А чего нам не хватает сегодня? Любви к родине. И это сегодня много говорилось об этом. И эта книга, она правда учит любить свою родину. Мы вроде как все исконные республики, мы все знаем немножечко нашу историю, да, мы тоже, раз мы здесь живем, вот я вот родилась, все. Я люблю свою республику, а я много знаю, а нет. И вот когда я вчера читала, это правда как встреча со старым другом, ну где-то я там чего-то помнила, и я заново начала это, я освежила свои памяти. Это необыкновенно важно. Я сейчас говорю, вот я вот оказывается волнуюсь, и даже мурашки у меня, потому что я считаю, что это очень важно передавать, читать эту книгу, особенно детям. Сначала мне тоже смысл, ну как это, для младших и средних школьников, да как, вы правда, вы сами связали младшее звено, которые должны восполнить то, чего мы не знаем. Спасибо огромное и огромное. Это очень интересно книгу. Люблю 6-0. Просим выступить Ларису Ивановну Колоткову, Национальный музей. Знаете, я сегодня сижу, слушаю все речи о моей однокурснице и думаю, как же мне в жизни повезло, что мы, начиная с первого курса института, жили вместе, учились вместе, дружим всю жизнь. И, конечно же, вот Оля, можно я тебя так назову? Все наши однокурсники, все, кто у нас на связи в интернете и кто живет в городе, искренне тебя поздравляю. Я думаю, что Оля помнит о том, что когда вышло ее первое издание, и все последующие 10 лет мы у нее, можно сказать, клевали. А когда же дальше? А когда же следующая книга? И она нам обещала. Молодец, обещание выполнила. Я думаю, что даже зная на примере своих внучек о том, что книга эта просто замечательная, потому что на уроках дети ее могут использовать как основное пособие по истории нашего края. И это замечательно. Я думаю, что Ольга Евтихеевна не остановится на этом, что появится еще одна новая книга по истории края. И тем более, что, знаете, иногда хочется сказать, мы все время говорим о человеке, как об ученом, как там преподавателе и так далее. Но, наверное, немногие еще знают, что Оля вообще удивительный человек. Она не просто хороший ученый, хороший педагог,
хороший, отличный, можно сказать, друг, но еще она прекрасный кулинар, она очень хорошая дачница, и вообще она настолько верный друг, что хочется иногда вот просто встать на колени перед таким человеком. Олечка, спасибо тебе за труд. Пожалуйста, никого ли мы не пропустили? Есть ли желающие еще выступить, сказать пару слов? Все выступили? Ну, я думаю, что потом можно будет лично еще обратиться к правду. Исследователи, путешественники, поэты и писатели много писали о красоте и могуществе Северных рек. А песню про Ижу нам сегодня исполнит заслуженный работник Республики Коми Наталья Федоровна Канова. Встречайте. Эту песню мы сегодня вместе с вами исполним все. Она настолько знаменита, вы все ее прекрасно знаете. Наверное, меня поддержите. Ой, ты речка, Ижма, синяя краса, я такая же рыжая, как твоя коса, потому секрета я не утаю, что 7-е лето милого люблю. Рябина красная, паровозная, за летом белая идет зима. Синеглазого ты не рассказывай, я синеглазого люблю сама. Ой, ты речка чистая, светлая до дна, я такая ж быстрая, как твоя волна. Я ему сказала, ты ходил с другой, я ему сказала, кончилась любовь. Иду по берегу, зачем поверила, зачем как дерево не облещу. Про синеглазого ты не рассказывай, я синеглазого забыть хочу. Ничего ты, Ижма, мне не обещай, я его обижу, ты не защищай. Я платок накину и пойду с другим, где красная рябина на краю реки. Рябина красная, паропасная, за летом белая идет зима. Ты не рассказывай про синеглазого, я синеглазого люблю сама. Ты не рассказывай про синеглазого, я синеглазого люблю сама.
Какая? Блондинка? Да, вот блондинка наша. Возможно, вам понадобится фотография. Можно будет? Да, номер телефона. Надо презентацию в библиотеке, в музее я работаю. В соседнем отделе, в отделе этнографии. Ты в библиотеке? Чтобы чайник. Перепозируем.